утро. На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре пятница, 23 сентября. Детям граждан, проходящих военную службу в батальоне связи «Адал», в общественных организациях Чувашии будет предоставлено бесплатное двухразовое питание. Такое решение было принято на очередной сессии Госсовета Чувашии. Этой же мерой поддержки будут обеспечены и школьники, являющиеся членами семей погибших военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках Национальной гвардии. В республиканском бюджете на эти цели будет предусмотрено 1 миллион 200 тысяч рублей. В следующем году цифра увеличится вдвое. Следующая новость будет полезна автомобилистам. С 1 октября водители смогут предъявлять водительские права инспекторам ГИБДД в электронном виде через приложение госуслуги «Авто». Правда, пока в тестовом режиме. До конца года ГИБДД России совместно с Минцифрой страны планирует доработать перевод прав в электронный вид. А чтобы документ стал в полной мере законным, сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД. Также ведется работа над обновлением приложения, чтобы сервис мог работать и офлайн. Пятница. Время традиционной рубрики «Мобильный репортер». Мы собрали подборку самых интересных фотографий и видео за последнее время. Просто обалдеть. На этих редких для наших мест насекомых наткнулась жительница Новочебоксарска. Во время ремонта цокольного этажа по улице Советской к ней вышел поздороваться сначала один богомол, а спустя некоторое время показался и его стеснительный друг. Офигеть, я в шоке. Еще одно неподдельное удивление, но уже по другому поводу. При выезде из Козловки автомобилисты встретили верблюдов. Причем не парочку, а целое стадо, более 10 животных. И еще одна необычная встреча. На парковке по Чебоксарской улице Богдана Хмельницкого был найден детеныш ласки. Да уж, кого только в Чувашии не увидишь. Смогут ли разъехаться две машины на узкой дороге? Оказалось, что да. Из-за припаркованных машин у БСМП скорой пришлось через газон выбраться на тротуар, чтобы освободить проезд для другой спецмашины, которая продолжила движение в сторону больницы. Остальные участники неловкой ситуации, чтобы ее пропустить, сдали назад. А вот на Лапсарском проезде ситуация вышла из-под контроля. И так плачевное состояние дороги усугубила осенняя распутица. После проливных дождей ямы на асфальте наполнились водой, из-за чего глубину луж водителям определить крайне сложно. В одной из них и утонул столичный автобус. Как интересно завершить рабочую неделю. Одним из вариантов для чебоксарцев может стать бесплатная экскурсия по городу. Она пройдет сегодня в рамках проекта «Неделя туризма в Чувашии», приуроченному к празднованию Всемирного дня туризма. Желающих узнать о столице Чувашии больше ждет экскурсия по маршруту: погранично-сторожевой корабль «Чебоксары», речной порт, Красная площадь, Московская набережная. В экскурсионную группу могут попасть 20 человек по предварительной записи. Однако переживать, успеете ли вы занять место или нет, не стоит. Увлекательные прогулки одним днем не ограничатся. Они пройдут в субботу, воскресенье и в следующий вторник. Экскурсии будут начинаться в час дня и продлятся 1,5–2 часа. Пятница. Время добрых историй. В рамках проекта «Найди друга» мы каждую неделю рассказываем о подопечных пункта передержки для бездомных собак «Право на жизнь». Если вы давно мечтали о миниатюрном четвероногом друге, время прильнуть к экранам. Это Зося, звезда любой собачьей вечеринки, шутят волонтеры приюта. Чужаков с радостью разгонит, а со своими с удовольствием поиграет. В преданности ей нет равных. Собака небольших размеров, поэтому ее можно смело приютить даже в квартире. Но у Зоси есть один небольшой минус. Она жутко не любит фотографироваться. Ни за какие вкусняшки не посмотрит на камеру. А все потому, что красавица сторонница живого, а не виртуального общения. Кстати, завтра у горожан будет такая возможность. В торговом центре на улице Калинина пройдет выставка бездомных собак. Познакомиться с хвостатыми можно будет с 10 утра до 5 вечера. Сегодня день осеннего равноденствия. Поскольку раньше его напрямую связывали с переходом от теплого сезона к холодному, в народе существует множество примет. Например, обилие ягод рябины в гроздях сулит суровые холода. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».